Лидер демократов из Палаты представителей США Нэнси Пелоси назначила уйгурского адвоката Нури Туркеля комиссаром Международной комиссии по свободе вероисповедания. До 14 мая 2022 года Туркель будет занимать должность комиссара двухпартийного органа, призывающего привлечь Китай к ответственности за нарушение прав человека в отношении уйгуров и других тюрков. Глава Международной комиссии США по свободе вероисповедания Тони Перкинс отметил, что приветствует назначение уйгурского адвоката. Нури Туркель имеет большой опыт работы в юридической сфере и, будучи сильным правозащитником, внесет положительный вклад в деятельность комиссии. Я верю, что он принесет понимание и осведомленность о ситуации уйгуров и других мусульман, заявил Перкинс. Нури Туркель родом из Кашгара. Он приехал в США в качестве студента в 1995 году и через 2 года получил статус беженца. Являясь первым уйгурским юристом, прошедшим обучение в США, Туркель получил степень магистра международных отношений и степень доктора юриспруденции в Американском университете Вашингтона. Уйгуры, проживающие в США, сообщили, что им поступают угрозы в связи с их активной борьбой против коммунистической партии Китая, которая заключила их родных и близких в тюрьмы и лагеря. Одной из тех, кто не поверил видеороликам коммунистической партии, является Самира Имин. Девушка сообщила, что просмотрела видеообращение своего отца, содержащегося в концлагере, которое опубликовало в Твиттере официальное печатное издание Китая China Daily. 27-летняя Самира Имин, являющаяся медицинским работником в Бостоне, отметила, что во время разговора с отцом, который состоялся впервые за последние 3 года, отец попросил ее удалить все публикации в Твиттере и больше не вести агитацию против китайских властей. Кроме этого, руководитель Американской уйгурской ассоциации 36-летний Кузат Алтай сообщил, что впервые за 2 года увидел своего 68-летнего отца Мамета Кадира в новостях Global Times. Около 2 лет я не знал, жив он или нет. Недавно его показали по китайскому государственному телевидению. Мой отец сказал, что откажется от меня, если я не остановлю свою деятельность. Я прекрасно знаю, что моего отца, парализованного наполовину, заставили сказать это китайские власти. Говоря о готовящемся законе, который позволит Китаю бороться с антиправительственными группами в Гонконге, президент Совета Европейского Союза Чарльз Мишель заявил, что Евросоюз выступает за принцип «одна страна, две системы». Позицию Евросоюза Мишель озвучил после видеоконференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Подчеркнув, что Китай должен уважать автономию Гонконга, Мишель сказал, что Евросоюз и Япония разделяют одни и те же взгляды о Китае. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что готовится сделать шаг против Китая на этой неделе из-за планов коммунистической партии по реализации нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно некоторым источникам, Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Разработкой плана по выводу военных занялся Пентагон. Ссылаясь на официальные источники, New York Times сообщила, что в ближайшие дни военные проинформируют Дональда Трампа о ходе подготовки плана. В отчете отмечается, что несмотря на то, что Трамп потребовал завершить вывод до ноября, Пентагон заявил, что для США будет выгодным постепенный и запланированный вывод. Командный штаб США в Африке заявил, что наемные российские боевики, воюющие на стороне Хафтера, получили от Москвы несколько истребителей. В заявлении штаб-квартиры Африком в Штутгарте было указано, что сначала эти самолеты были направлены в Сирию, где их перекрасили, удалив знаки, указывающие на то, что они принадлежат военно-воздушным силам России. В свою очередь, Россия опровергла обвинения Африком.